Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Важнейшей социальной проблемой в республике является напряженность онкологической ситуации в регионе. Она обусловлена тем, что каждый третий пациент диагностируется в запущенной стадии заболевания. Каждый третий умирает в первый год с момента установления диагноза. Поэтому вопросы повышения онкологической настороженности населения, ранней диагностики и своевременного выявления онкопатологии и оказания доступной, качественной, специализированной помощи приобретают стратегическое значение. Сегодня наш гость в студии Борис Бодунов, заведующий отделением торакальной и абдоминальной онкологии Якутского республиканского онкологического диспансера. Борис Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, что нужно знать о раке легких? В первую очередь, всем надо знать о том, что рак легкого – это опасное, грозное заболевание. Я бы сказал, даже смертельно опасное заболевание. Это социальная болезнь. И причем заболеваемость с каждым годом растет. Правда ли, что рак легких – это самая распространенная онкология в мире? Да, как я и сказал, заболеваемость раком легкого ежегодно остается на высоком уровне и занимает первое место. В Якутии он занимает первое место среди мужчин и в целом популяции на втором месте после рака молочной железы. А вот учитывая популярность заболевания, кто чаще болеет, мужчины или женщины? Конечно, по статистике болеют чаще мужчины ввиду некоторых факторов заболевания. Допустим, если ежегодно регистрируется 350 в среднем человек, заболевших раком легкого, то среди них 270 – это мужчины. Бытует мнение, что у рака легкого есть много различных видов. Так ли это на самом деле? Да, видов достаточно много, и если посмотреть на классификацию, существует множество классификаций разных. Это от анатомического расположения опухоли, центральные опухоли, периферические, центральные, растущие из главных бронхов, большого диаметра. Периферические опухоли растут из бронхиол и альвеол. Также различаются по росту опухоли. Есть экзофитные опухоли, растущие в просвет бронха. Главной особенностью этих опухолей является закупорка бронха. И эндофитный рост. Рост, так сказать, вдоль бронха характеризуется латентным течением, бессимптомным. Также, если посмотреть, что вообще рак легкого – это собирательное понятие и означает злокачественная опухоль, растущая из эпителиальных клеток легкого. Так как клеток множество в легком, то и разновидностей рака легкого очень много. Это в первую очередь две основные группы: немелкоклеточный рак и мелкоклеточный рак легкого. Немелкоклеточный рак легкого делится на аденокарциномы разной степени дифференцировки и плоскоклеточный рак. Также есть другие мало распространенные опухоли, такие как базалоидные раки, веретеноклеточные, но их очень много. И смотря на классификацию рака легкого, также можно и предположить, что их не зря так классифицируют, потому что и лечатся они все по-разному, и протекают по-разному. Получается, все-таки, учитывая коварство заболевания, его можно вылечить? Мы над этим работаем. Так сказать, вылечить можно только первую, вторую стадию. А так рак легкого характеризуется хроническим течением, рецидивирующим. Скажите, а как вообще идет диагностика и лечение онкологии? Диагностика сложная. Это связано с тем, что чаще всего болезнь бессимптомная. В легком у человека нет болевых рецепторов, а следовательно нет симптомов, заставляющих человека обратиться к врачу для обследования. Диагностика, точнее, человек обращается в больницу, и начинается диагностика только когда у него появляются симптомы. Это кашель, одышка, кровохарканье. И, как можно полагать, что такие симптомы вызывают немаленькие опухоли. По поводу диагностики, есть системы скрининга, диспансеризации, которые подразумевают ежегодное обследование пациентов, состоящих в группе риска. Таким образом можно только диагностировать. Скажите, а насколько курение влияет на вероятность заболеть? Если посмотреть, что среди
заболевших раком легкого 90% курильщики, заядлые, с большим стажем курения, то можно предположить, что немаловажное влияние является курением. Вы в начале нашей беседы отметили, что рак легкого – это больше социальная болезнь. Что вы имели в виду? Учитывая распространенность заболевания и такой фактор, что болезнь молодеет, я и сказал, что больше социального характера. Давайте поговорим. Возраст затрагивает. Давайте поговорим с вами еще и о новом онкологическом диспансере. Насколько можно будет больше принимать пациентов, сколько коек вмещает в себя? Да, на сегодняшний день идет строительство нового онкологического центра, рассчитанный на 4 корпуса с радиологическим корпусом и с поликлинической службой расширенной, которая будет принимать до 210 пациентов в день. То есть, если на сегодняшний день наша поликлиника справляется, это 144 пациента в день, то будет увеличение до 210. В год это примерно, если сейчас 12 тысяч в год пациентов принимаем, то мы сможем принять 18 тысяч. Когда планируется открытие? На сегодняшний день строительство идет по плану, и уже произведено 85% работ, и мы планируем 3-4 квартал введения корпуса. Этого года? Да. Наверняка новое медицинское учреждение будет оснащено и высокотехнологичным оборудованием. Насколько при помощи новых технологий может увеличиться количество операций? Начнем с того, что на сегодняшний день наш онкодиспансер оснащен по современным оборудованием. Будет дооснащение корпусов, будет построена операционная на 6 залов интегрированных, плюс 1 гибридная установка. Также в 4 корпусах у нас будет увеличение хирургических стационаров. То есть на сегодняшний день у нас 3 стационара хирургических, там будет 4. Следовательно, и коек будет больше, и объемы мы собираемся увеличить с 2000 до 4000 операций в год. Плюс еще, и учитывая то, что у нас будет гибридная установка с ангиографическим комплексом, там мы тоже будем выполнять новые операции. Скажите, а где проходили специалисты подготовку для нового онкодиспансера? Подготовка специалистов началась не вчера, не позавчера, она уже несколько лет идет. С 2017 года штатных единиц у нас увеличилось с 270 почти до 500. Наши курсанты проходили обучение не только в федеральных центрах онкологии России, но и за рубежом, проходили стажировки. И сегодня мы обучаем специалистов на базе Ронс-Бохена. Также у нас на базе Северо-Восточного федерального университета сформирована кафедра онкологии. Там мы тоже планомерно готовим специалистов. Сколько персонала будет работать в будущем диспансере? Я думаю, расширение у нас должно быть до или больше 1000 сотрудников. Но это не только медицинские сотрудники, но и прочие. Давайте вернемся с вами к основной теме нашей беседы. Мы говорим сегодня с вами об онкологии. Скажите, какой средний возраст пациента, который приходит с заболеванием, которое диагностировали уже на последней стадии? Средний возраст пациентов 60-64 года. Но с каждым годом все больше и чаще мы замечаем пациентов молодого возраста. Получается, бывает и до 30 лет. Что болезнь молодеет. А с чем это связано? Не могу точно сказать, с чем это связано, но если посмотреть факторы, которые влияют на развитие, это основные: курение, экология, производственные вредности. Наверное, с этим. Мы говорили с вами о диагностике. Вот такой вопрос. Прохождение флюорографии помогает ли диагностировать заболевания? Флюорография, наверное, это прошлый век. На сегодняшний день есть более современные, более точные методы исследования. Это спиральная компьютерная томография низкодозная. И
весь скрининг у нас основан именно на этом исследовании. На это исследование направляют уже после постановки диагноза или при возникновении подозрений? Это исследование проводится как раз-то в группе риска пациентов и проходящих диспансеризацию. Что нужно сделать для того, чтобы не оказаться в группе риска? Так как мы считаем, что основной фактор развития рака легкого – это все-таки курение, то отсюда и профилактика. Надо бросить курить, исключить пассивное курение, ну и уделить время изменению образа жизни. Ведет ли онкологический диспансер какую-то воспитательную, возможно, дидактическую работу среди школьников и студентов для того, чтобы потом они впоследствии не обращались с какими-то симптомами по поводу лечения? Среди школьников и студентов это вряд ли. Я такого не слышал, чтобы проводили. Но я думаю, телевидение этим займется. Как раз просвещение молодежи и формирование здорового образа жизни у молодых людей. Благодарю вас, Борис Евгеньевич, за интересную беседу. Возможно, после просмотра этого интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Я надеюсь. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.